Здравствуйте, дорогие наши читатели! В детской библиотеке в феврале традиционно проходит месячник бурятского языка. Поздравляю вас с праздником Белого месяца, желаю вам здоровья, счастья. Предлагаем вам прослушать сказку «Как долгадливый Тархас проучил хана-бездельника». Однажды в старину, сильно заскучав от нечего делать, узкоглазый хан Алзой приказал кликнуть клич среди своих подданных. Кто придумает такую небылицу, чтобы я поверил, тому дам полную чашу золота. Как только прошел слух, ханский пекарь Малсвей зашел к узкоглазому хану Алзою и говорит: «Хан, отец, у моего отца есть длинный шест. Этим шестом он мешает звезды на небе так же, как месяц теста в квашне». «Ничего удивительного», — прищурился хитрый хан Алзой. «Вот как мой хан-отец, сидя у себя во дворе, прикуривал трубку от солнца. Такой длинный чубук был у трубки, что можешь уходить». Пришел к нему придворный портной с лядой и говорит: «Хан-отец, послушай, вчера так загремел гром, что шов неба расползся. Я задержался до наступления темноты, все зашивал шов и ставил заплаты». Хан усмехнулся: «Следой, твой шов — полезное дело, но ты плохо зашил небо. Утром моросил дождь. Ха-ха-ха! Можешь проваливать». Услышал о ханском кличе бедняк Тархас. Приехал он в ханский дворец на телеге, гремя пустой бочкой. Хан подошел к окну, удивился. «Эй, Тархас, какую бочку ты приволок сюда? Почему она пустая?» «Приехал за долгом», — говорит Тархас. «Кто же тебе должен?» «Ты должен, хан». «Я? Первый раз слышу. Какой долг? Я не знаю, что я тебе должен». Еще больше удивился хан. «Ты же ведь брал у меня в долг вот эту бочку золота. Разве ты забыл об этом?» Хан рассердился. «Выдумка это! Если ты не веришь, то по уговору отдай мне полную чашу золота». «Ах, да!» — спохватился хан. «Нет, ты говоришь правду. А если говорю правду, то верни мне бочку моего золота». Рассвирепел, разозлился узкоглазый хан Алзой на бедняка Тархаса. Да делать нечего, отдал ему полную чашу золота. Благодарю за внимание.